В день 145-летия со дня рождения народного поэта Дмитрия Гулия в Доме-музея основоположник абхазской письменности и национальной литературы многолюдно. Здесь собрались писатели, поэты, представители руководства страны, все те, кому не безразлично творчество поэта. Невозможно переоценить вклад Дмитрия Гулия в абхазскую культуру. У собравшихся была уникальная возможность посмотреть документальный фильм о жизни и творчестве народного поэта. Уже по сложившейся традиции в памятном вечере Дмитрия Гулия принимают участие ученики столичных школ и воспитанники детских садов, которые читают всеми любимые и знакомые с детства стихи. Кавказ, 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 газ-газ, загас измо сушпава, вагас измо ашхадуква, сулы хобна, хчагас измо абахдуква, бегас измо архарацебстакве, рбхагас изду аладала хамшуниква. Абсны бзия, хапсны какать. Абас яхана жит зеге. Якуб убас абрио жге. Убас калаш накнак зеге. Кавказ, 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 газ-газ. Пшзагас измо сушпа. Дмитрию Гулия принадлежат труды по языку, истории, этнографии абхазов. Он автор хрестоматии учебников. Совместно с Константином Мачеваряне Дмитрий Гулия составил первый абхазский алфавит и написал первые учебники, по которым в конце прошлого века обучались дети. Кроме того, он является автором первых стихов, опубликованных на абхазском языке. Благодаря Дмитрию Гулия абхазская национальная литература известна во многих странах мира. Дмитрий Гулия – это наше все. Это наша поэзия, наша словесность, наша художественная литература, история, наука. Он был главным лицом нашей истории, нашей культуры в 20 веке. Им он и остается. Слово его значило исключительно много для всего народа. Он был признанным авторитетом. Еще Мар в дореволюционные времена в 1913 году подчеркивал о том, что таких людей, таких историков, таких фигур, как Дмитрий Гулия, не только в Абхазии, да и, пожалуй, нет и на Кавказе так знающие культуру своего народа. Дмитрий Гулия также известен как талантливый переводчик. Впервые на абхазский язык он перевел Евангелие и христианские молитвы. Кроме того, он организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Был основателем и редактором первой газеты «Апсны», издаваемой на абхазском языке. Какую бы область нашей духовной жизни мы ни затронули, повсюду соприкасаемся с гениальной личностью Дмитрия Гулия, отмечалось на творческом вечере. Если не Дмитрий Гулий не начал бы просветительской деятельностью, то, конечно, мы сегодня с гордостью не могли бы сказать, мы имеем художественную литературу, мы на своем родном языке занимаемся исследованием. То есть Гулия занимает особое место в нашей жизни, не только в художественной, но и в научной, и в культурной, во всех сферах. Гулия и как ученый, и как языковед, этнолог, историк, искусствовед, но во всех сферах жизни он внес неоценимый вклад. Дмитрий Гулия был многогранным человеком, посвятившим свою жизнь возрождению национальной культуры Абхазии. Почти все свое время он проводил в стенах родного дома. Здесь рождались знаменитые произведения и проходили встречи с коллегами по перу. Как известно, Дом-музей народного поэта давно не ремонтировался. И новость о том, что в рамках российской инвестпрограммы на 2020-2022 годы начнутся работы по его реконструкции, безусловно, стала настоящим подарком не только для сотрудников музея, но и для почитателей творчества выдающейся личности. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.